24 июня в городе Якутске состоялась вторая международная конференция «Города и люди. Местные решения для устойчивого развития», на которой своими знаниями и опытом делились гости из разных уголков мира. Начался день с высадки цветка в рамках акции «Миллион цветов» и непосредственного открытия конференции. Всегда очень полезно увидеть свой город глазами других людей, коллег из других регионов, других стран. Сверить темпы и пути развития своего города с практикой жизнедеятельности городов мира. Думаю, что международный опыт, профессионализм экспертов конференции «Города и люди. Местные решения для устойчивого развития», конечно же, дадут новые ориентиры в поиске эффективных стратегий, достижения баланса жизнедеятельности городов с уязвимой природной средой Севера, вооружит нас инструментами устойчивого развития. Уверен, что обмен опытом, живая дискуссия по самым актуальным вопросам городского развития всем нам даст новые возможности по дальнейшей успешной работе для развития наших городов. После открытия конференция разделилась на 4 параллельных сессии: урбанистика, социум, новая экономика и жизнеустойчивость городов Севера. Здесь участники и эксперты выступали со своими докладами, в которых были озвучены интересные предложения и идеи. Конечно, не обошлось и без споров. Самое главное – это устойчивое развитие наших городов. Якутск – это единственный город, находящийся на вечной мерзлоте. Соответственно, допустим, те проблемы, которые мы обсуждаем для каких-то городов России по их развитию, для нас они неприменимы. У нас абсолютно другие проблемы. Та же мерзлота, тоже водоотведение, загазованность воздуха зимой. Если мы не будем эти проблемы решать, то город не получит своего развития. Из недостатков, проблем, которые нужно учитывать, это некоторая удаленность от большой земли. Говоря про Якутск, какие направления можно развивать? В консервативной сфере мне очень нравится пример EPL Diamond. Компания вышла сначала на федеральный, а сейчас на международный уровень. Другой пример – это компания братьев Ушницких, которые создали конкурентоспособную компанию, которая развивает регион и создает качественный продукт. Вот если такие компании будут развиваться и находить себе применение, то это большое движение вперед. Развитие общественных пространств – это последние 10 лет самое интересное, что происходит в урбанистике. Еще более они важны в таком холодном северном климате, потому что Якутск, его невозможно расширять сильно, его можно только уплотнять. Это связано с возможностями бюджета, возможностями обслуживания. И когда вы уплотняете город, чтобы повысить качество жизни, вам нужны качественные общественные пространства. То есть это, собственно, для Якутска, на мой взгляд, единственный путь развития дальнейший, уплотнение существующих территорий, то, что сейчас происходит. Завершающим этапом конференции стало подведение итогов по каждой сессии и принятие ее резолюции. Окончательный документ появится через месяц, когда в него будут внесены все необходимые дополнения и изменения. А осенью эта резолюция будет вынесена на обсуждение международной конференции ООН «Хабитат-3» в Эквадоре.